Фая ибад Аллах, бойтесь Аллаха должным образом и не покидайте этот мир не иначе, как будучи мусульманами, как это повелел Всевышний Аллах в своей великой книге. Дорогие братья, судный день приближается. Вместе с судным днем, приближением судного дня усиливается фитны, усиливается испытание. И это Аллах Субхану ва Тааля делает, чтобы различить ряды, чтобы очистить ряды. С одной стороны верующий, с одной стороны истина, правда, с другой стороны неверующий, с другой стороны ложь и неверие, лицемерие. Так было при пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, так было до него, при других пророках, так было, есть и будет. В частности, об этом Аллах Субхану ва Тааля что сказал? Он сказал так: и враги истины, враги истинной религии Аллаха всегда со своей зависти желали отвратить верующих от своей веры. Об этом Аллах так говорит, в частности, в суре Бакара. «Вадда кафирум мин ахлил китаб». После того, как прояснилась им истина, многие из людей Писания из-за зависти своей хотели бы отвратить вас от веры, когда вы уже приняли ее. Но Аллах говорит: простите их, будьте великодушны, пока Аллах не явится со своим повелением. Воистину Аллах способен на всякую вещь. В другом аяте Аллах говорит: часть людей Писания говорит: уверуйте в то, что ниспослано верующим в начале дня, и перестаньте верить в конце его. Так было при пророке. Потому что они видели, что это истина, но хотели играться с ней. Хотели отвратить верующих от веры. Что мешает принять истину? Вот что мешает принять истину? Высокомерие. И именно поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал о том, что высокомерие это есть непризнание истины и надменное отношение, презренное отношение к людям, как это проходит в хадисе. Но ислам справедливая религия. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Лейсу сава». Они не одинаковые. Они, то есть люди Писания, не одинаковые. Не все они одинаковые. Среди людей Писания есть праведные люди, которые читают аяты Аллаха по ночам, падая ниц. Они веруют в Аллаха. В продолжении Аллах говорит: «Ю'минуна биллах». И в последний день велят творить одобряемое, запрещают предосудительное и торопятся совершать добрые дела. Они являются одними из праведников. Аллах говорит про людей Писания. Какой бы добрый поступок они ни совершили, ничто не будет отвергнуто от них, ведь Аллах знает богобоязненных. Еще раз подчеркиваю, Аллах говорит здесь о людях Писания. В другом аяте Аллах говорит: среди народа Мусы и Моисея есть люди, которые истинно указывают путь и устанавливают справедливость. И у Ибн Касира в Тафсире отмечается от Ибн Масуда, что они не одинаковые. То есть люди Писания не одинаковые. Среди них есть и такие, и такие. И более того, от Ибн Масуда, у имама Ахмада, приводится такой риваят. Однажды пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отсрочил, то есть отложил совершение ночной молитвы Иша. Затем вышел в мечеть, пошел в мечеть. Люди ожидали молитвы коллективной. Факаль: «Амма иннаху лейса мин ахли хадихи аль-адьян ахадун ядкуруллах хадихи саа гайракум». А ведь нету из обладателей, последователей других религий кого-либо, кто бы поминал Аллаха в этот час. И после этого был ниспослан аят: они не одинаковые. Не все они одинаковые. И как отмечают муфассиры, эти аяты были ниспосланы относительно тех людей Писания, которые, узнав истину, приняли ее, приняли ислам. Среди них Абдуллах ибн Салям и другие.
Что же происходит? Что же происходило, что же происходит? Происходит борьба. Потому что это земля мирская, жизнь мирская, она есть борьба. Что же хочет тот лагерь? И что же хочет этот лагерь? Тот лагерь всегда хочет избавиться от основной проблемы. Избавиться от чего? От истины. Помешать истины. И посмотрите, в каком положении находится умма сегодня. Среди мусульман есть те, которые говорят ля иляха илля Аллах, но не понимают смысл. Но считают себя мусульманами. Среди них есть те, кто говорит ля иляха илля Аллах, но считает нормальным пойти процент взять, считает нормальным светский образ жизни вести. Среди них есть те, среди мусульман, которые ушли в другую крайность. Убивают мусульман, обвиняя в неверии. Что творится и почему? Причины в чем заключаются? Причины, братья, заключаются в том, что мы потерялись, ориентиры потеряли. Мы не знаем, кто друг, кто враг. Мы не руководствуемся теми ценностями, которые Аллах Субхану заложил. В правильном их понимании, в правильной имплементации сегодняшней, практическом применении, в зависимости от места, времени, событий, обстоятельств. Потому что мы пренебрегаем этого. Мы, в зависимости от своих страстей, обозначаем, кто наш друг, кто наш враг. Причем, начиная с бытового вопросов. Не буду работать с ним, бестолковые наши. Я лучше вон с ним поработаю. Заканчивая политикой. Начиная с низов, заканчивая верхами. Но ведь Аллах Субхану оставил это право, братья мои, за собой. Аллах отметил это сам. Он сказал: «Валлаху а'ляму би'а'даикум». Аллах знает лучше вас, лучше всех знает врагов. Как отмечается в Тафсире, Он лучше вас знает, кто ваши враги. Почему? Да потому что мы можем судить внешне. Нам могут внешние поступки нравятся. Слова сказанные нравятся. А Аллах знает то, что в сердцах. И поэтому Аллах Субхану это подчеркнул. Он сказал: «О те, которые уверовали, не берите своими помощниками тех, кто не из вас. Они не упускают случая навредить вам и радуются вашим трудностям. Ненависть уже проявилась у них на устах. Но в их сердцах кроется еще большая ненависть. Мы же разъяснили вам знамения, если вы только разумеете». Аллах знает, что в их сердцах. Мы не можем увидеть, что в их сердцах. Или Он же сказал, опять же Аллах сказал: «Вот вы любите их». И истинная природа верующих такая. Потому что верующий, он чистый человек. Он изначально настроен на любовь, милосердие. Аллах говорит о мусульманах-сподвижниках: «Вот вы любите их, а они вас не любят». И вы верите во все Писания. Когда они встречаются с вами, то говорят: «Мы уверовали». Когда же остаются одни, то кусают кончики пальцев от злобы к вам. Скажи: умрите от своей злобы. Аллаху известно о том, что в груди. Аллах знает, что в груди. Поэтому Аллах закладывает ценностные ориентиры нам. Поэтому внимайте, вы верующие. Брать неверующих близкими друзьями. Близкими. Такими, которыми вы открывали свою душу. Это запрещается. Это очень серьезное дело. И последствия у него могут быть очень серьезные. Они могут быть бедственными. Если, как вы уже догадались, я говорю сейчас о принципах любви и непричастности в исламе. Так называемых аль-валя валь-бара. Если мы не будем их правильно понимать и правильно применять в своей жизни, то Аллах Субхану Тааля лишит своей поддержки, лишит своей защиты. Он предоставит нас самих себе. Ох, какое же у нас будет трудное положение после этого. И если мы не будем придерживаться этих принципов правильно,
практиковать их в своей жизни, то Аллах будет постоянно испытывать нас. Если мы не будем придерживаться, мои дорогие братья, этих принципов, будем пренебрегать этим, то мы потеряем ценность перед Аллахом Субхану ва Тааля. Мы будем ничто перед Аллахом, как это Он сам отметил. Он сказал, верующие не должны считать неверующих своими близкими помощниками и друзьями вместо верующих. Вместо верующих, обратите внимание. А кто поступает так, тот не имеет никакого отношения к Аллаху. За исключением тех, кто действительно опасается их. Аллах предостерегает вас от самого себя, и к Аллаху предстоит прибытие. Дорогие братья, этот принцип, он очень важный, особенно в современное время. Как это отвечал еще в свое время Абуль-Вафа, один из ученых Ибн Акиль, он сказал, если ты хочешь увидеть настоящее положение ислама, то есть у людей, то не смотри, как они толпятся возле дверей мечети. Не смотри, как они толпятся, произнося «Ляббайк Аллахумма ляббайк», совершая хадж. А смотри, как они относятся к врагам ислама. Он это отметил так. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в свое время, когда брал присягу, он это также отметил. Он сказал, что? Он сказал, когда принимал. «Убайю'ка аля ан та'будаллах ва туқима ас-саля». Я принимаю присягу на то, чтобы ты поклонялся исключительно лишь Аллаху, совершал намаз, выплачивал закят, был правдивым, искренним, давал советы мусульманам и отделился от мушриков, от язычников. Этот риваят приводит Насаи Ахмад. Более того, мои дорогие братья, если мы не будем придерживаться этого принципа, то Аллах может сделать наши сердца такими черствыми. Он может отдалить нас от своей милости настолько, что проклянет нас, отдалит нас, и мы впадем в неверие. Ва-аяду билля. То есть это может ввести человека в неверие. И поэтому Аллах говорит, если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. Воистину Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Что же запрещено в этом смысле? В смысле бара, да? Принцип бара. Это вот эта близкая любовь, близкое отношение, раскрытие груди, тайн и так далее. Это запрещено. Как это отмечает Аллах. Он говорит, среди тех, кто верует в Аллаха и в последний день, он говорит, ты не найдешь людей, которые бы любили бы тех, кто враждует с Аллахом. Как можно открываться, как можно дружить с теми, кто враждует с Аллахом и его посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от него. И так далее в аяте. Интересный случай, показательный. С Абдуллах ибн Убайем и его сыном. Абдуллах ибн Убай был одним из знатных людей в Медине. Вот он был из Хазраджа. И вот поссорились хазраджиты, поссорились с ансаровцами. Возник конфликт. И этот лицемер сказал, что он сказал? Он сказал, как это подчеркивается в суре лицемеры, вот мы вернемся в Медину и посмотрим, как величественные выведут оттуда униженных. Его сын, которого пророк назвал Абдуллахом, у него было другое имя, его сын, узнав об этом, пришел к пророку, сказал, о посланник Аллаха, он вредит Аллаху, наносит боль посланнику Аллаха. Позволь мне отрубить ему голову. Обращаясь к пророку,
Он сказал: не делай этого. И тогда, когда они вернулись, сын его встал возле дома. И когда отец пришел, он сказал: не, ты не войдешь. Если будешь пытаться, я тебя убью, пока не разрешит посланник Аллаха. И когда посланник Аллаха, саллаллаху, узнал об этом, он сказал: скажите Абдуллаху, пусть впустит своего отца. И тогда он сказал: а вот теперь можешь войти, потому что посланник Аллаха разрешил. И сподвижники хотели его убить, но пророк саллаллаху алейхи ва саллям запрещал это. Он сказал: не делайте этого, если будете делать так, то скажут, что Мухаммад убивает своих близких соратников, сподвижников. Это показательный пример. Второй пункт – это поддерживать с ним такие отношения сотруднические, ставя, то есть приоритет им, откладывая мусульман. То есть находясь с ними в одном окопе против мусульман, оправдывая это какими-то своими выгодами и так далее. И об этом Аллах Субхану ва Тааля говорит: о те, которые уверовали, не берите неверующих себе в помощники, близкие помощники и друзья вместо верующих. Неужели вы хотите предоставить Аллаху очевидный довод против вас самих? И среди этого принципа есть такое отношение, которое может не ввести в неверие, очевидно, но оно является очевидным харамом. Это когда назначают не мусульман править, управлять мусульманами. И даже в одной компании, если мусульмане учредили одну компанию, управление не может быть отдано там не мусульманину. Почему? Потому что он может заняться харамом, не ведая даже об этом. Брать друзей, имеется в виду бытовых и так далее, уподобляться им, все это запрещено. Что же значит дружба? То есть валя. Мы говорили про бара, а теперь валя. Это означает питать любовь, теплые вот эти отношения именно к мусульманам. Как поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: пример верующих в их взаимной любви, взаимном милосердии, взаимном добром отношении подобен одному единому телу. Если один орган жалуется из-за жары, то все другие органы также пребывают в болезни. Это означает поддерживать мусульман, даже если у них есть ошибки, промахи. Даже если мы их считаем бестолковыми. Так бывает. Имеется в виду на бытовом уровне. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Унсур ахака залиман ау мазлуман». Помоги, поддержи своего брата, будь он поступает несправедливо или к нему поступает несправедливо. Сподвижники сказали: несправедливо к нему поступает, это понятно, мы его поддержим. А если он поступает несправедливо, то как? Удержите его от этой несправедливости. Мы должны проявлять доброту, давать истинный совет, исправлять, как это подчеркивается Джариром ибн Абдуллахом. Он сказал: я дал присягу посланнику Аллаха в том, что буду совершать намаз, выплачивать закят и проявлять искренность, то есть давать советы мусульманам. Несомненно, братья мои, несомненно, ни у кого не должно быть сомнений, что в основе своей ислам принес милость и милосердие для миров. «Вама арсальнака илля рахматан лил аламин». Мы направили тебя, о Мухаммад, ко всем мирам лишь как милость и милосердие. Несомненно, что во всем во главе угла стоит справедливость. Ислам за справедливость. Но, как я уже отметил, вплоть до судного дня, из-за зависти, из-за злобы неверующих, в конечном итоге сын Адама, все мы, да, люди, мы здесь испытания проходим, как это отмечается, то есть в глубоком смысле в аяте, да, где Аллах говорит про наместничество человека, где, когда Аллах сказал:
что Он установил наместника на земле. А ангелы сказали: а разве ты установишь, о Господь, того, кто будет проливать кровь? То есть они понимали, к чему это приведет. Это с глубокой точки зрения, вселенской точки зрения. Поэтому мы должны четко понимать, ориентируясь на книгу Всевышнего Аллаха, на сунну посланника Аллаха, кто друг, кто враг. И мы должны понимать, с кем, как себя вести. Мы должны четко это понимать и знать. И эти принципы вовсе не означают, что мы не должны иметь вообще никаких отношений с неверующими. Нет. Это отсюда не следует. С неверующими, с немусульманами могут быть отношения. Купля, продажа. Может быть. Так было при пророке саллаллаху алейхи ва саллям. Более того, Аллах разрешил брать жены женщин, людей Писания. Аллах разрешил нам употреблять их пищу, да, если это не запретное. Более того, Аллах субхану ва тааля велит нам быть справедливыми к ним. То есть Он говорит: «Ла янхакумуллаху анилладзина лам юкатилюкум фиддин». Аллах вам не запрещает в отношении тех, кто не сражались с вами, не изгоняли вас из ваших домов. Что? Быть справедливыми к ним, поступать к ним хорошо. Воистину Аллах любит справедливых. Более того, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: кто убил того, с кем заключен мирный договор, имеется в виду с числа неверующих, то он не вкусит аромат, запах рая. И поистине этот запах будет от него на расстоянии 40 лет. Хадис приводится в Бухари. Более того, можно дарить, принимать подарки, как это делал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. То есть он это делал. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям принял подарок от Мукаукиса. Более того, пророк саллаллаху алейхи ва саллям навещал неверующих, больных. Вот оно, милосердие ислама, красота ислама. То есть известный случай, когда он навестил мальчика иудея, и в конце потом тот принял ислам. Тасаддук алейхим ва лихсан алейхим. Давать им милостыню, помогать им. То есть, как это подчеркивается в контексте о родителях неверующих. И когда Асма пришла и спросила у посланника Аллаха: моя мать пришла ко мне, могу ее принять? Он что сказал? Прими. То есть, хотя мать была неверующая. И молиться также за них. Потому что известно, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям делал мольбу за Даус. Он сказал: Аллаху махди Даусан ва атибихим. О Аллах, наставь племя Даус и переведи их. Приводится у Бухари. Поистине, в пятницу есть такой момент, когда Аллах субхану ва тааля принимает наши мольбы. Я надеюсь, что мы застанем этот момент. Фастагфируллах ли ва лакум. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. Кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути. А кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. Амма ба'д. Дорогие братья, Аллах субхану ва тааля в любом случае доведет свое обещание до конца. Ва'ад Аллах. Свет ислама дойдет до каждого дома. Вопрос, чьими руками и как это будет. Аллах исполнит свой свет, даже если будет это ненависть на неверующих. Но чьими руками, как это будет? Аллах субхану ва тааля выполнит, исполнит свои обещания. Нам лишь остается либо быть теми, кого использует Аллах на этом пути, либо не дай Аллах оказаться теми, кого Аллах заменит. Поэтому, мои дорогие братья, необходимо, как я уже отметил, особенно учитывая сложность вообще. Сложность, чем дальше, тем сложнее. Чем дальше, тем больше испытаний будет. Сложность четко понимать свои ценностные ориентиры, четко следовать им. А если не знаете, сомневаетесь, то спрашивать у знающих.
Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он сделал нас из тех, кто глубоко понимает Его религию, кто придерживается Его религии.